29 січня 2015 року, рік тому, Ахтема Чийгоза було заарештовано. Потім було заарештовано інших наших товаришів. Ви їх тут бачите на цьому колажі політичному. Я назову найактивних: Алі Асанов, Мустафа Дегерменджи. Це ті люди, які зараз за Ахтемом в застінках ФСБ. Я могу абсолютно определенно сказать, что это политическое дело, носящее заказной характер, причем заказ сформирован прямо из Кремля. Безусловно, в случае как Ахтема Чийгоза и других преследуемых по делу 26 февраля, как в отношении остальных украинских политзаключенных, решения принимаются не в суде и не судом. Это очень важно понимать. Поэтому воздействовать на центр принятия решений можно только путем воздействия на российскую власть. Изнутри российская власть не приемлет никаких возражений, политическое поле полностью зачищено, поэтому единственной точкой приложения этого воздействия является внешнеполитический контур. Дело в том, что это дело, как и ряд других дел, связанных с Крымом, по части юриспруденции абсолютный абсурд. Дело в том, что события 26 февраля произошли на территории Украины, но судит почему-то суд Российской Федерации. Я не думаю, что будут милостливые российские власти к фигурантам этого дела. Говорить о сроках я пока не готов, но я могу сказать, что по санкции части 1 статьи 212, именно в этом обвиняется Ахтем Чийгоз, наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.